4 ноября в 5-й раз в стране отпраздновали День народного единства. Торжественные мероприятия, приуроченные к этой дате, прошли во всех субъектах Российской Федерации. Жители Чеченской Республики этот день отметили массовым шествием молодежи в центре Грозного, которые окрестили молодежным маршем во имя единства. Молодые люди с многочисленными транспарантами, призывающие к единству, прошли от площади Дружбы народов по проспекту имени Владимира Путина до центральной мечети сердца Чечни. В акции приняли участие студенты 3 грузинских вузов, учащиеся школ и активисты молодежных организаций. В рамках шествия молодые люди раздавали листовки об истории праздника, однако запомнился горожанам этот марш тем, что участники движения тянули 1,5-километровый канат, символизирующий единство. Российский государственный праздник День народного единства, или как его еще называют День освобождения от польско-литовских и шведских оккупантов, отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. А началось все с того, что 16 декабря 2004 года Госдума приняла одновременно в 3 чтениях поправки в федеральный закон о Днях воинской славы. Одной из поправок было введение нового праздника Дня народного единства и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 на 4 ноября. В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что, цитата, «4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе». Конец цитаты. Мало кто знает, что День единения, как его сейчас называют, был объявлен государственным праздником еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича. Со временем название праздника не раз трансформировалось, а из-за революции в начале 20 века традиция отмечать освобождение Москвы и вовсе прервалась. Таким образом, можно сказать, что День народного единства не новый праздник, а возвращение к старой традиции. Одной из самых многонациональных республик на Кавказе некогда считалась и Чеченская республика. Здесь проживали представители более 70 национальностей. Многочисленными были диаспоры армян, евреев, украинцев и греков. Город Грозный с населением почти 500 000 человек в то время был 3-м по своей численности на Северном Кавказе после Ростова и Краснодара. Но ситуация кардинально изменилась в начале 90-х годов, в период 2 военных кампаний в республике. С окончанием войны республика фактически стала моноэтническим регионом. На сегодняшний день, по разным оценкам, представителей иной национальности в Чеченской республике стало больше, но точное количество неизвестно. Сегодня в небольшой по территории республики проживают представители 46 народов. Успешно функционируют 9 национально-культурных центров и 2 национально-культурные автономии. Руководство Чеченской республики оказывает всяческое содействие в сохранении и развитии национальных культур, языка, традиций, этносов, населяющих наш благодатный край. В основном они проживают в Шелковском, Наурском, Сунжинском и Грозненском районах, но подавляющее большинство все же составляют чеченцы. Именно это побудило местные власти всерьез заняться проблемой этнополитической ситуации в регионе. Вскоре была принята концепция государственной национальной политики республики, которая представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в деятельности органов государственной власти в сфере национальных отношений. Именно этот документ стал первым, который подписал Рамзан Кадыров в качестве президента Чеченской республики. А 2 годами ранее, по поручению того же Кадырова, была восстановлена Грозненская церковь. От единства народов зависит судьба государства, как Путин поднимал в конце 20-го, начало 21 века. Сплачивая народы, поднимал Россию, которая уже стояла политически, юридически, экономически на коленях. Великий Путин так поднимал Россию. Чечню также поднимал Кадыров-старший, Кадыров-младший. Ведь первая национальная доктрина принята в Чечне. Из всех 83 субъектов первая национальная доктрина, подготовленная вашим министерством, подписанная президентом, она принята только в Чечне. И подписал ее Рамзан Кадыров. Как отметил в своем поздравлении к народу президент Чеченской республики Рамзан Кадыров, этот общенациональный праздник нужен, чтобы каждый россиянин, на каком бы языке он ни говорил, какую бы веру ни исповедовал, почувствовал себя частью огромной страны, с которой связана его жизнь и жизнь его родных и близких. В единении народов в России ее сила. И в единении, в согласии только мы можем построить процветающее государство, достойное поколение духовно-нравственного воспитания. Поэтому этот праздник очень
очень значимый для нас. В начале года Рамзан Кадыров дал указание восстановить и реконструировать этнокультурные центры, находящиеся на территории республики. По словам президента, открытие любого культурного центра – это событие республиканского масштаба, так как это способствует укреплению дружбы между народами, познанию традиций и обычаев народов, живущих рядом с нами. Необходимую помощь и поддержку деятельности региональных этнокультурных центров оказывает руководство республики во главе с президентом Рамзаном Кадыровым, который выделил каждому этнокультурному центру автомашины, необходимую аппаратуру, музыкальные инструменты, а также денежные средства для приобретения сценических костюмов. В рамках празднования Дня единства Рамзан Кадыров встретился с представителями 35 национальностей, проживающих в республике. Для приглашенных гостей выступили представители татарского, кумыкского и ногайского национально-культурных центров, а также звезд чеченской эстрады. Президент поздравил всех собравшихся с праздником и рассказал, что без единства достигнутый в республике мир и порядок был бы невозможен. Это для нас действительно большой праздник, потому что мы, граждане Чечни, жили всегда вместе, дружно, делили последний кусок хлеба. И этот праздник, я думаю, что именно наш праздник с вами. И я хочу пожелать вам всем удачи, счастья. Руководство республики мало уделяло время для вас. Сегодняшний день я вас заверяю, что наши министры, главы районов, руководители департамента будут активно заниматься, изучать все ваши проблемные вопросы и их решать. Я вам, как президент, как гарант Конституции, это постоянно заявляю. И я вас тоже хочу, чтобы вы тоже растили достойно сыновей, дочерей, чтобы от вас мы получали спортсменов, артистов, врачей, чтобы вы знали, что мы все одинаковые. Чеченцы, грузины, татары, кумыки, русские, мы должны чувствовать себя комфортно, мы должны проявлять инициативы и делать все вместе. Здесь же приглашенные отмечали роль первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Кадырова. В частности, как отметил представитель Ногайского культурного центра, в трудные для его народа времена именно благодаря поддержке Ахмада Хаджи Кадырова ногайцы сохранили свою общину. По его словам, в то время, когда из 15 тысяч представителей ногайского народа в республике осталось только 3 тысячи, он восстановил их национально-культурный центр, оказал содействие в возрождении госхозов района, трудоустройстве ногайцев и представителей других этнических групп, проживающих в районе. Красивые традиции, мы видим мероприятия, мы видим их танцы, их одежду, и, конечно, мы их поддерживаем. Сегодня президент, мы сегодня это видели и слышали, дал еще раз поручение всем министрам, главам более активнее поддерживать эти народы, потому что они где-то и нуждаются в какой-то помощи, где-то, и, конечно, мы, как и всем, помогаем и будем им помогать. Руководство республики уделяет самое пристальное внимание вопросам укрепления национального, политического и культурного развития многонационального чеченского народа. По просьбам верующих, в первую очередь, в районах были построены церкви и мечети, благоустроены внутрипоселковые дороги, проведена газификация, подведен водопровод. И примечательно, что большинство этих строек реализовались в результате личных встреч представителей национальных обществ с Рамзаном Кадыровым. Руководством Чечни сегодня придается ключевое значение установлению межнационального и межконфессионального согласия, равно как и тому, чтобы все народы, населяющие чеченскую землю, чувствовали бы себя здесь комфортно. Считает, что доверие и открытость, уважение и готовность понять друг друга должны стать нормой отношений между всеми народами.